Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Все для фронта, все для победы. Старожилы Инты продолжают знакомить всех желающих с технологией изготовления сухих душей для бойцов СВО. В этот раз мастер-класс ветеранов посетили студенты колледжа. Инта готовится к безопасному прохождению паводка. Подъем уровня воды в реках Приполярья ожидается в конце мая, начале июня. Тяжелая работа, голод, холод и зверство фашистов. Малолетние узники концлагерей и труженики тыла поделились воспоминаниями со студентами колледжа. 72 рисунка, 28 плакатов и 2 видеоролика. Более 100 детей и подростков приняли участие в конкурсе «Мы против террора». 21 апреля в 19 часов временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире в социальных сетях. Трансляция будет доступна в его аккаунтах в Телеграме и ВКонтакте. Ростислав Гольдштейн анонсировал проведение второй прямой линии. Вопросы можно оставлять в комментариях к посту на официальных страницах Ростислава Гольдштейна. Вижу большой запрос на прямой диалог с властью. Первый эфир это подтвердил. Поступило более 2500 вопросов. В прямом эфире расскажу, что уже сделано по обращениям и какие задачи решаем сейчас. Обо всем поговорим открыто. Уверен, такая обратная связь помогает нам вместе делать Республику Коми лучше, написал временно исполняющий обязанности главы региона в соцсетях. С самого начала специальной военной операции Совет ветеранов Инты предложил свою активную помощь. Старожилы узнавали, в чем нуждаются бойцы, и вязали, шили, писали письма, плели маскировочные сети, заливали окопные свечи, собирали сухие души. В рамках мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, руководство Совета ветеранов предложило провести серию мастер-классов для интинцев разных возрастов и передать свои знания по комплектации гигиенических пакетов. Уроки прошли для воспитанников детского сада, школьников разных параллелей и даже подопечных дома-интерната. Последними новые знания получали студенты Интинского отделения Воркутинского арктического колледжа. Начался визит ребят с общения с председателем Совета ветеранов Зинаидой Мироновой. Зинаида Ивановна рассказала о той работе, которую ведут старожилы города с момента начала специальной военной операции. Серебряные волонтеры не просто собирают гуманитарную помощь, а сами производят необходимые вещи. Шьют трусы, вяжут носки, манишки, шапочки и варежки. Общаются с коллегами из других городов и перенимают у них опыт. Именно во время таких командировочных десантов к соседям научились делать маскировочные сети и гигиенические пакеты. Посылки интинские сторожилы формируют каждые 10 дней. Уже на лето покупаем по 10 пар женщины приносят. Какая прелесть наши трусы, посмотрите. Яркие, красивые. Резиночку делаем слабенькую, потому что они все у нас больные мальчики. Вот все размеры с 48 по 56. Вот бабушки были запасы материалов, все нам принесли. Мы вот это маленькие более у кого. Они разные там есть. Да, ну шьем. Вот приносит материал нам. Ну то мы на госпитале отдаем все. Очень хорошая связь у нас с ДОСАФом. Они отправляют через почту. Посылка до 20 килограмм принимается бесплатно. Поэтому постель мы закладываем в большие мешки, а душики и мелочь мы, конечно, в ящики. Посылки ветеранов никогда не остаются безликими. Они вкладывают в них не только частичку своей души, но и милые презенты, добрые пожелания. Ведь сами бойцы признаются, что им хочется почувствовать тепло родного дома. Храни тебя Бог, размер 44. Храни тебя Бог, размер 44. Сладкого хочется ребятам. Они все дети. Конфетки прямо высыпаем сверху. Засыпаем все посылки конфетами. Стараемся очень, конечно. Вот, поэтому проблем много. Но мы продолжать будем однозначно. До победы. До победы. Победу отметим все вместе. Сухие души ветераны стали делать в прошлом году. За год было сформировано более 3000 гигиенических пакетов. В новом году председатель Совета Зинаида Миронова предложила подключить к этой работе дошкольные и образовательные учреждения, а также рабочие коллективы, если у них будет такое желание. Хотелось, чтобы как можно больше слоев населения присутствовало. Кто-то расскажет дома, мамам, бабушкам, кто-то захочет прийти поучаствовать. Поэтому решили провести вот такую акцию. От мала до велика, как говорится.
Акция прошла на ура. Инициативы старожилов округа поддержали многие. Интинцы, посмотрев на дошкольников и школьников, приходили в Совет ветеранов, предлагали свою помощь. Студенты Интинского филиала Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа тоже не остались в стороне. Очень многие юноши и девушки этого учебного учреждения являются волонтерами Победы и оказывают посильную помощь бойцам СВО. Когда началась мобилизация, мы сразу откликнулись на призыв о помощи, и помимо гуманитарной помощи мы изготавливали буржуйки, отправляли на фронт по зимнику, писали письма с поддержкой нашим солдатам, собирали различные посылки солдатам и продолжаем эту помощь оказывать на регулярной основе. И сегодня мы присоединились к акции по созданию сухих душ. Вместе с представителями ветеранского сообщества изготавливаем бойцам на фронт такие полезные штучки, которые будут полезны ребятам в быту. Очень рады быть полезными и вместе с нашим третьим поколением изготавливать такие подарочки. Прежде всего, ребятам объяснили технологию создания сухих душей. Каждый пакет включает в себя полотенце, губку с нанесенным на нее специальным раствором, ватные палочки и инструкции. По мнению ветеранов, самая непростая работа заключается в нанесении шприцом геля-концентрата на губки. Но студентов сложности не смутили. Сразу вызвались добровольцы на эту работу. Очень интересно. Интересно, полезно, занимающе. А вроде сказали, что сложно. Да нет, я бы не сказал. Все просто. В чем заключается, как раз расскажите, ваша обязанность сегодня при изготовлении сухих душей? Макать иголку в раствор специальный, наливать туда, в этот раствор заполнять раствором, шприц, и равномерно это по разным тканям разливать. Каждая помощь бойцам специальной военной операции – это новые навыки для ребят, и получают их студенты с удовольствием. Своими руками блиндажные свечи были, тоже довольно часто. Если из того, что можно купить, понятное дело, это носки, теплые носки, варежки, перчатки, потому что если надо на зиму, тоже. Я решила, что моя помощь будет полезна в любом случае. Это какой-то вклад в помощь для наших бойцов. И это очень интересное занятие, увлекает, затягивает. Не сложно? Нет, вообще не сложно, очень даже интересно. Елена Щукина и Карина Крамаренко решили работать в паре. Девочки поделили между собой фронт работ. И такая тактика дала отличный результат. За полчаса на двоих Лена и Карина собрали самое большое количество гигиенических пакетов – 22 штуки. Мы сегодня с Кариной решили что мы разделим свои обязанности, чтобы было быстрее и удобнее. Да. Я буду быстро складывать полотенчики и ватные палочки. Я упаковку губки. Среди волонтеров Интинского филиала колледжа, которые активно включились в работу по формированию гигиенических наборов, был и один студент, для которого участие в подобных акциях имеет личный оттенок. Здорово, что среди нас, среди волонтеров, неравнодушных ребят, есть еще молодой человек, чей отец сейчас находится на передовой, и он тем самым хочет тоже, чтобы его руками душ был отправлен на фронт и, возможно, попал в руки к его папе. Мы обязательно ждем его и хотим, чтобы он вернулся домой. С начала текущего года старожилы Инты приготовили уже более 1000 сухих душей и уверены, что побьют данные прошлого года. Все расходные материалы женщины закупают самостоятельно за свои деньги. Они даже организовали День стольника, это каждый понедельник. Любой желающий может вложить свою лепту, не обязательно приходить в администрацию. Переводы ветераны принимают и на специальный счет, и по номеру телефона. 8 912 122 86 72. Наталья Федосеева. У нас открыт счет специальный, где люди переводят, кто не может прийти, переводят на специальный счет, и эти деньги все фиксируются. У меня есть ведомость, в которой, если человек не сам сдал, я пишу переводом просто. Есть все чеки, что мы... Вот такая большая папка совсем, за 2 года, вот такая папка с документами. И передают через своих друзей. Кто-то даже встречают на улице и говорят: а можно
можно я сдам вот сейчас именно? Я говорю, если доверяете, пожалуйста. Не доверяли, не сдали бы. Малыши, воспитанники детского сада «Крепыш», сделали 60 гигиенических пакетов. Постояльцы дома престарелых около 70. Студенты за полчаса кропотливой работы смогли собрать более сотни сухих душей. Все они в ближайшее время будут отправлены на фронт для наших бойцов. А интинские ветераны ждут волонтеров, чтобы готовить следующую партию. Я буду очень рада, если вот кто-то, посмотрев эту передачу, к нам присоединится и поможет. Собираем мы хорошие суммы, и кроме того, что делаем здесь мы еще работаем с волонтерами Сыктывкара. Вот вчера на форуме показали этих девочек, очень было приятно и трогательно, когда я узнавала знакомых своих девочек-волонтерш, и они уже закупают более серьезные вещи. Мы помогали покупать и микроавтобус, мы покупали колеса для машины, мы покупали бензин, чтобы девочки на своих машинах могли просто все это увезти. Мы покупали каши зеленецкие коробками. Вот что просят, на то мы. И бензопилы, и топоры, и все. Говорят, а что там топоры-то выложили? Мы объясняем, топоры им тоже нужны, потому что блиндажи строят они сами. И вот такие вот простые инструменты им тоже нужны. Медикам помогали, тепловые пушки посылали. В общем, то, что я с волонтерами общаюсь, мы договариваемся, какую сумму и на что мы можем потратить. Девочки покупают, присылают чеки, и очень много обратной связи. Ребята, которые... Мы понимаем, что озвучивают волонтеров, но мы знаем, что мы в этом поучаствовали. Нам стараются выложить. Вот наше колесо. Я девчонкам говорю, девочки, вот наше колесо, а вот наша тепловая пушка. Когда приходит к ребятам, это очень приятно, волнительно, и чувствуешь свою значимость, то, что и мы тоже приближаем победу. Помогаем ребятам и приближаем победу. Потому что мы все с вами знаем, что победа будет за нами. Победа будет за нами! На минувшей неделе в администрации округа прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестке дня находилось несколько вопросов. Один из основных – предстоящий весенний паводок. По данным специалистов, в зоне возможного потопления попадают местечко Новобольничный. Это дачные участки, население которых постоянно не проживает в зоне потопления. Автодорога в поселок Юстыдор, село Петрунь, 27 жилых домов, 64 человека, из них 7 детей, 4 человека, относящиеся к маломобильным группам населения, они имеют способность самостоятельно передвигаться. Специалисты различных служб выступили с краткими докладами о ходе подготовки к возможным последствиям паводка. Прогнозы Центра по гидрометеорологии КОМИ в период прохождения паводка в 2025 году, ожидаемый в мае-июне, уровни воды ожидаются следующие. По реке Большая Инта 560 сантиметров, при критической отметке 630. По реке Уса уровень ожидается 780 сантиметров, при критическом уровне 840 сантиметров. Оба показателя ниже, чем в прошлом году, что нам позволяет предполагать, что половодье пройдет без эксцессов, но опять же с учетом того, что у нас не будет обильного, резкого, как говорится, дружного снеготаяния и обильных осадков. Возможно размещение эвакуированного населения из зон подтопления планируется. Пункт временного размещения, созданный на базе образовательной организации МБУ СОЖ села Петрунь, в связи с ремонтом, проводимым здания по улице Центральная, 38, ПВР, предлагается разместить по улице Центральная, 21. Возможности для размещения там 64 человек имеется. Также в резерве у нас есть гостиница «Северянка», ООО «Северянка», с вместимостью 85 человек. В случае каких-то непредвиденных обстоятельств можно разместить людей там. Потенциально опасные промышленные объекты, скотомогильники, нефтебазы, объекты социального назначения не попадают в зону возможных подтоплений на территории муниципального округа Инта. Уточнена группировка сил и средств муниципального округа Инта Республики Коми, привлекаемых к предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка 2025 года. Составляет на 123 человека и 58 единиц техники. Уточнена готовность водомерных постов муниципального округа к выполнению задач по предназначению в период прохождения весеннего паводка. 4 единицы. Проведение замера в 8 и в 20:00. Период паводка, наблюдение круглосуточно, предоставление данных в адрес оперативно-дежурного ЕДДС администрации МО Инта.
Среди первоочередных задач – организация в случае необходимости перевозки людей. Села округа не должны остаться без продуктов питания, должны быть готовы пункты временного размещения людей, попавших в зону подтопления. Паводок не должен сказаться на работе ресурсоснабжающих организаций. Все службы должны быть готовы к любому развитию событий. На время прохождения паводка будет организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, также руководитель участков и специалистов служб. В районе водозабора круглосуточное наблюдение за ледовой обстановкой и уровнем воды в русле реки. С осуществлением замеров уровня воды 3 раза в сутки в 8 часов, в 8:00, в 15:00 и 20:00. Также сформирован запас средств обеззараживания воды, так и средств очистки на водопроводных очистных станциях поселка Южный, поселка Юстыдор, ПГТ Верхняя Инта. При обострении паводковой ситуации, обстановки или возникновении чрезвычайной ситуации будет незамедлительно сообщено диспетчеру предприятия и оперативному дежурному ЕДДС администрации МО Инта. До наступления паводкового периода произведен осмотр воздушных линий Интинского района электрических сетей, включая переходы через реки, включая и Абийский участок отдаленный. Значит, выполнен осмотр энергетических объектов. Значит, подстанция, РП, КТП, значит, к работе в паводковый период, значит, техника, спецтранспорт подготовлена исправно, связь исправно проверена, значит, персоналом укомплектованы, РСЭ заправлены, РСЭ восстановлены, проверены, то есть готовы в случае перерыва электроэнергии будем, значит, запитывать потребителей. С 1 апреля на Северной железной дороге установлен режим функционирования «Повышенная готовность» до его отмены. На период пропуска весенних вод по всей дистанции распределены участки, назначены ответственными за обеспечение надзора за состоянием пути, проведение натурного осмотра земляного полотна и водопропускных сооружений и устройств, составлены адресные планы вскрытия от снега объектов инфраструктуры, значит, пропускных труб, кюветов, водоотводных и нагорных каналов. В границах дистанции у нас от станции Сила-Маска до станции Сыня находится 6 больших мостов, 11 малых и 257 водопропускных сооружениях. На сегодняшний день по состоянию на 10 апреля у нас скрыто 202 трубы, 5 из них заморожено. Ведутся устранения по неисправностям. Значит, на реках наблюдается ледостав. Разработаны мероприятия. На наиболее опасных местах у нас установлены водомерные сооружения. Разработаны закуплены шлюзы, датчики уровня вод. Установлены посты безопасности. Дистанции сформированы на сегодняшний день 2 протяжных поезда для предупреждения и проведения оперативных работ по ликвидации последствий размыва земполотна и подтопления насыпи, которые укомплектованы щебнем, шпалами, пиломатериалами, бутовым камнем и другими вспомогательными материалами и инструментами, бензомоторным, гидравлическим модулями со всем необходимым для работников. Предприятия и специализированные службы запасаются необходимым инвентарем и создают отряды из числа своих сотрудников. Фельдшерско-акушерских пунктов Интинской центральной районной больницы, расположенных в сельской местности, создан запас медикаментов, расходных материалов и изделий медицинского назначения на 90 суток. В случае возможного подтопления территорий сотрудниками полиции незамедлительно будет оказана помощь владельцам пострадавших домов и приняты меры по обеспечению сохранности их имущества. Все спецслужбы готовы к предстоящему паводку. В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечался 11 апреля, в Арктическом горно-политехническом колледже прошла встреча студентов со свидетелями преступлений нацистов. Почетные гости рассказали ребятам о пережитых ими трудностях. Когда началась война, они были совсем маленькими, но страшные потрясения оказались настолько сильны, что оставили неизгладимый след в памяти на всю жизнь. Интинский совет ветеранов тесно сотрудничает со всеми образовательными организациями. Тружеников тыла, малолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, детей войны часто приглашают в школы и колледж. Ветераны стараются не отказывать. Очень важно сохранить связь поколений, и подобные мероприятия дают возможность молодежи напрямую услышать свидетельства очевидцев, чьи судьбы стали частью великой и трагической истории страны. С Советом ветеранов наш колледж сотрудничает довольно-таки давно. Встречались раньше чаще, но когда произошли ковидные ограничения, мы как-то упустили момент встреч, да, не было возможности приглашать наших ветеранов к нам в гости. Сегодня
приурочили к 80-летию Победы, то есть решили пригласить наших ветеранов, пообщаться с нашими детьми. Наши дети очень вдохновились этой встречей. У нас даже набралось практически все дети, все студенты захотели встретиться с нашими ветеранами, пообщаться. Но, к сожалению, так как идет учебный процесс, мы не можем всех детей привлечь к этому. В дальнейшем хотим почаще собираться с нашими прекрасными женщинами, потому что детям действительно это важно, это память. Мы очень гордимся, мы очень рады, что мы имеем на сегодняшний день такую возможность пообщаться с ними вживую. Я родилась и жила в Белоруссии. Во время войны меня немцы застали, когда перешли границу, вот, но мы от границы жили дальше. Вот, и мы дождались того, что уже начались вот такие перестрелки, немцы наступают, а наши стали уже тоже приближаться к ним. И мы попались как раз в этом месте. Вот. А потом уже для того, чтобы люди стали у партизаны, все ушли, лошадей увезли туда с собой все, что надо. А мы вот так вот были там, пока тоже не ушли. Вот, ходили по лесам, по болотам. Вот, а потом нас окружили, попались каких-то 2 украинца, парня, в наш отряд, где мы не отряд, а мы вот так свои деревенские собрались там. Вот, и нас продали немцам. Немцы нас окружили, в лесу забрали и в концлагерь. Там такая была конюшня, обнесенная колючей проволокой, и там по всем краям наблюдатели с собаками. Вот. Нас, значит, туда забросили, а там, значит, полы конюшни, стекла высоко, окна, а пол был цементный, заслан, заброшен сеном, соломой. Вот. И там мы так отдыхали. А потом готовили нам как вот такие, типа вот таких столов, вот такие вот ниже вот настолько. Вот. Значит, взрослые на коленях кушали, а мы дети стоя. Вот. И дело в том, что ничего там хорошего не было. Все было очень плохо, вспоминать даже не хочется и очень трудно. Пережить голод, холод и вытерпеть все издевательства в концлагерях удавалось далеко не каждому взрослому человеку, и тем более детям. О времени, проведенном в лагере, Тамаре Игнатьевне вспоминать невыносимо больно. Тогда ей было всего 5 лет, но зверства фашистов не забываются. Выгоняли собирать нас картошку мерзлую, из этой картошки мерзлой какую-то похлебку, вот, и всякую ерунду, так нас кормили. Вот, которые были такие поздоровее, в общем, подростки там или чего, они отводили специальные эти условия, чтобы они хорошо питались, все, из них выкачивали кровь. Вот, но некоторые такие были патриоты, мальчики, что вот так вот выходят, в строй, когда остановили, выводили, вот, и они выходили и кричали: «Я не хочу кровь давать вам, фашистам». И их тут же уводили и убивали. Раз не хотите, вот так. Вот такие дела были. А потом, уже когда немного вот это немцы никого, конечно, не выпускали. Нас, малолетних, на речку выводили, что мы во фляге такие заливали воды с ручья, поить нас и все такую грязную воду. Вот так мы там жили. А после войны получилось так, у нас освобождение получилось. Почти всех поубивали, кто там были. Вот. А мою семью почему-то как-то я понравилась медсестре, а медсестра разговаривала по-русски. Вот. И как-то она по-немецки что-то выговорила, у меня очень хорошая память была детская, очень это выразилась так. И я взяла и повторила, на второй день пришла. Она говорит: «А ты откуда знаешь?» Я говорю: «Я слышала, вы вчера говорили». Вот. И она стала у мамы меня выпрашивать,
чтобы она мне отдала, чтобы она меня ей отдала. А мама говорит, у меня 2, возьмите обоих. Вот я одну выведу в йоде, она мне понравилась, и потом я вас найду и покажу, как я ее воспитала. А мама говорит, забирайте 2. Она обхитрила. Вот. Она говорит, 2 я не могу воспитать, у нас там тоже в Германии тяжело сейчас. Вот так меня оставили. И потом она, видимо, посодействовала, чтобы нас выпустили. И почему-то никого не выпускали, а нашу семью выпустили. И мы вот так вот идем, а там заминированное поле, мы чуть не дошли в это заминированное поле, но как-то удалось заметить и обойти. Мария Алексеевна Фоменкова тоже бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря. Когда началась война, ей было всего 4 года. Многое из той жизни за колючей проволокой женщина знает из рассказов своей матери, но некоторые моменты сохранились в ее воспоминаниях. Мария Алексеевна родом из Смоленской области. Во время оккупации фашисты приняли ее мать за разведчицу. Сначала взяли в плен, а затем отправили в концлагерь. Я же была еще совсем ребенком. Мне не было еще 5 лет. И нашу деревню уже окружили немцы, конечно. И когда они завоевывали деревни, они выбирали сами старосту. И был дедушка такой, Ива, его звали. И его выбрали. Но вы громче говорите. Были такие дни, когда отправляли эшелоны с рабочей силой в Германию. А мама моя еще была совсем ребенком, ну, только вышла замуж, вот, родила 2 нас, мальчика и я, девочка. Вот. И в то время не было соли. И в следующей деревне там с родственники достали черной соли. Эту соль нужно было варить, процеживать. И, в общем, мама отправилась. А кругом уже были немцы. Посты их на эти. Когда мама шла в деревню, вот, с родственником, ее не задержали. А когда она возвращалась уже назад, и у ней было килограмма 2-3 этой соли, ее уже схватили. Партизанка, связистка, и, в общем, маму затолкали в холодную баню. И мама, конечно же, потеряла сознание и была без сознания. И когда уже пришел эшелон, то пришли ее, а староста, он хороший был дедушка, вот, и он не растерялся и погрузил нас. Ну, в общем, кинул туда и все. И мама, когда пришла в себе, она услышала плач, что плачет, и она, каждая мать, наверное, узнает свой плач ребенка. И она нашла в толпе нас там в вагоне. И так ехали до Германии. В общем, никто нас там не кормил в вагоне, ничего, никто. Просто ехали, и все, и мама плакала, конечно, и все. И когда приехали в Германию, стали как бы делить взрослых отдельно, маленьких отдельно. Мария Фоменкова признается, ей чудом удалось избежать смерти. Говорит, не умерла только благодаря бесстрашию и терпению своей матери, которая тайком приносила еду. Мама, значит, умудрялась, потому что с ней были еще же женщины из других привезены. И не было детей.
А у мамы вот были и делились паечками. И мама проникала у нас, он уже с вечера или там, я же не помню. Вот. И мама проникала к нам. Но однажды мама просчиталась, или как там получилось, что, в общем, надзирательница его там застала. И каким-то одним приемом, и мама была уже лежачая. Мы это же видели, И пришли двое этих, и ее за ноги, в общем, поволокли, да. Но мама молодая, там прошел день или 2-3, и мы думали, что она ее убила. Мы хотели как бы заплакать там или чего. Но надзирательница была вот к нам как-то, вот она добрее была всех еще. И она подошла и сказала, что никаких плач. Вот так в уголок нас затолкала, вот, и чтобы не слышал никто. Если услышит, то будут тоже с вами. Собаки вас разорвут. При нас много было так, что которые были же еще как дети, думали, что так, а это они только своим зовом вызывали собак и тут же рвали этого ребенка. Мы это видели, конечно, но никто никогда не плакал. Никогда. Сегодня в Инте проживает 17 тружеников тыла, 5 узников концлагерей и 1 жительница блокадного Ленинграда. Все преклонного возраста. Практически всем ветеранам далеко за 90 лет. Татьяна Борисовна Панова – труженица тыла. Все ее детство прошло в работе. Когда началась война, ей было 11 лет. Когда война началась, мы собирались на работу. Бригадир пришел, назначил, дал нам указания, куда идти, чего делать. Мы собирались на работу. И вот, значит, и вдруг у нас эта деревня была, она загороженная вся такая улица. И ворота. И на воротах висел этот громкоговоритель такой вот этот. Рупор этот. И вдруг объявляют, что началась война. И все на улице были. И вот начали. Люди начали. Кто плакать начал, кто ох, ах и все прочее. Пошли на работу. На второй день у нас всех мужчин забрали. Молодежь вот такая вот была. Забрали, всех на фронт послали. Остались только девочки. Девочки. Небольшие мальчики, там по 10 лет. Мне было 11 лет. Вот. И начали мы работать. Бригадир приходит, назначает работу, дает, и пошли работать. Весна, дрова пилить, в лесу надо на зиму заготовить. Потом сенокос начинается, потом пахота, все это посевная. И все это... У меня 2 сестренки были, нас было у мамы 8 детей. 8 детей было у нас у мамы. 5 сестер и 3 брата. Все еще были маленькие. Старшая сестра с 24-го года, потом с 26-го, с 28-го и я с 30-го. Вот. И вот все мы работали с мамой, и вместе ходили, дрова пилили, потом вот это начинается, вот когда посевная, потом сенокос, потом это все. Я косила, мне папа сделал косу маленькую такую. Я говорю, нет, папа, мне тяжело ей косить, надо быстро махать.
А я говорю, я буду большой косой косить. И вот большой, как размахнешься. Ой, так хорошо все. Ой, домой приходили, уже темно. Уставали так вообще. В ходе встречи за чашкой чая студенты могли задать ветеранам интересующие вопросы. Подобные мероприятия в Инте проводятся регулярно. Они направлены на то, чтобы учащиеся знали героическую историю своей страны, помнили о подвигах ее жителей, и связь поколений никогда не прерывалась. Молодые люди активно вступают в ряды волонтеров Победы, участвуют во всех общегородских мероприятиях, проводят различные акции, стараются помогать нуждающимся и заботиться о людях старшего поколения. Наши волонтеры Победы оказывают помощь людям, которые к нам обращаются. Это не только ветераны, которые воевали, это также пожилые люди, люди, которые нуждаются просто в помощи. Наши ребята помогают. Вот у нас случай, женщина упала, нету никого, у нее перелом, и наши ребята оказывают ей помощь, провожают ее в поликлинику, провожают ее обратно домой, где-то даже приходится носить на руках, покупают продукты тем, кто не мобилен, не может выйти из дома. То есть мы всегда оказываем помощь тем, кто к нам обращается. В честь Года защитника Отечества в Российской Федерации, Года Героев в Коми и приближающегося 80-летия Великой Победы в Инте проходит огромное количество патриотических мероприятий, уроков мужества, выставок и встреч с ветеранами. В конце апреля студенты Арктического горно-политехнического колледжа планируют провести в центре города акцию «Георгиевская ленточка». Волонтеры раздадут взрослым и детям главные символы Дня Победы. С 15 апреля в Республике Коми стартует конкурсный отбор для участия в программе «Земский работник культуры», сообщает медиацентр Минкультуры Коми. В этом году планируется выделение средств федеральной поддержки 5 работникам культуры региона, приезжающим в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек, в размере 1 миллиона рублей каждому. Соответствующее положение подписал председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко. Согласно документу, право на получение выплаты имеют граждане России, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, заключившие трудовой договор с организацией культуры, находящейся в ведении Министерства культуры и архивного дела Республики Коми или органа местного самоуправления, на условиях полного рабочего дня, а также обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, являющиеся студентами последнего курса обучения. Работник обязуется исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет и возвратить выплату при досрочном расторжении трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Прием документов продлится по 15 июля текущего года. Подведены итоги ежегодного муниципального конкурса творческих проектов по противодействию идеологии терроризма «Мы против террора». В этом году участниками конкурса стали учащиеся общеобразовательных организаций и воспитанники Центра внешкольной работы. Всего было представлено 72 рисунка, 28 плакатов и 2 видеоролика. Члены жюри, в состав которого вошли сотрудники правоохранительных органов, городской администрации, учреждений культуры, спорта, образования, СМИ, спасатели, оценили творческие проекты в разных номинациях и определили победителей и призеров. Подобные мероприятия направлены на борьбу и предупреждение терроризма, повышение уровня знаний, развитие у детей чувства бдительности, ответственности, доброты и понимания, чтобы решительно противостоять террору. Ежегодно в конкурсе «Мы против террора» принимают участие более сотни детей и подростков. Оценить творческие работы ребят членам жюри достаточно сложно. Конкурс «Мы против террора» существует в нашем городе достаточно давно. И каждый год около 100 работ получает жюри для того, чтобы выявить лучших. Удивительно, но тема эта действительно животрепещущая, и она интересует не только взрослых, она интересует детей. Отрадно, что в нашем конкурсе существуют разные номинации. Для детей помоложе, для обучающихся с 1 по 5 класс, это конкурс рисунков. Для детей постарше это конкурс плакатов. И уже старшеклассники, студенты могут представить видеоролики. Особенно интересные сейчас современные формы работы. Это, конечно, видеоролики. Мы смотрели
смотрели их с большим удовольствием. И мы знаем, что видеоролики, снятые нашими индийскими студентами и школьниками, даже побеждали на федеральном уровне. Поэтому мы с удовольствием провели сейчас время, отбирая самые лучшие рисунки. Это было трудно, потому что в каждом рисунке был труд. Труд ребенка, труд родителя, труд учителя. В конкурсе приняли участие ребята в возрасте от 8 до 18 лет. Все школьники и воспитанники Центра внешкольной работы отобразили в проектах свое отношение к терроризму, какую угрозу он несет и что они знают об этом опасном феномене современности. Я считаю, что тема достаточно актуальная, важная, к сожалению, да, с каждым годом все это только усиливается, все эти вещи, то есть необходимо обеспечивать защищенность в этом направлении, поэтому детей, соответственно, нужно профилактировать тоже с детства, чтобы они это все понимали, знали порядок действий, да, в случае какой-либо угрозы нехорошей, например, террористической в частности. То есть многие дети подготовились очень, подошли к этому серьезно, то есть кто-то рисовал сам, кто-то, видимо, пользовался помощью взрослых тоже, чтобы где-то что-то поактуальнее, покрасивее, то есть молодцы. Кто-то смекалку очень хорошо проявил, то есть кто помладше, например, детки совсем маленькие, своими силами тоже сделали, все это радует. То есть тематика тоже раскрыта вполне обширно. Есть работы, где очень такой глубокий смысл, на мой взгляд. То есть, соответственно, мир, как он должен быть, да, зеленый, хороший, то есть все, солнце светит, а его перекрещивает, соответственно, терроризм, который полностью все это перекрывает. Соответственно, мрак, и это горе и беда. То есть с этим надо бороться, соответственно, все это нужно прививать с детства. Правила безопасности – это правила на сегодняшний день, сопровождающие нашу жизнь. В каждый год, 4 раза в год, в каждой образовательной организации проходят антитеррористические тренировки. Ближайшая тренировка в общеобразовательных организациях будет 30 апреля. Действия ребенка, действия взрослого во время террористической угрозы – это залог сохранения своей и чужих жизней. Поэтому в нашем городе внимание этому уделяется очень большое, несмотря на то, что мы живем в достаточно спокойном, тихом и мирном уголке. Кроме конкурса рисунков, я бы отметила еще такое масштабное мероприятие, как наш слет, который имеет аналогичное название «Мы против террора». Мы его проводим уже несколько лет. И всегда на этот слет приезжают команды из других муниципалитетов республики. И мы пробуем, мы ищем новые формы. В этом году мы провели слет на базе гимназии номер 3, и он получил очень высокую оценку и участников, и зрителей, и членов жюри. Творческие работы в конкурсе «Мы против террора» оценивались в 3 номинациях. В каждой были определены победители и призеры. В номинации «Рисунок» первое место заняли учащиеся Максим Черненко и София Морозова. В номинации «Плакат» победу одержали Юлиана Колпашникова и Никита Климов. Среди видеороликов, представленных на конкурс, лучшим признан проект Центра внешкольной работы, автор Ольга Чуприянова. В честь 80-летия Великой Победы, Года защитника Отечества в Российской Федерации и Года Героев Коми мы продолжаем знакомить наших телезрителей с участниками проекта, посвященного всем защитникам Отечества. Воспитанники детских садов, представители национальных обществ, педагоги, школьники и их родители читают стихи и рассказывают о героях своей семьи, которые принимали участие в военных сражениях. Я хочу рассказать вам о своем прадедушке Игнатьеве Василии Ивановиче. Родился он 12 ноября 1926 года в деревне Князево Горьковской области. С самого начала войны он просился на фронт, но его не призывали, поскольку ему было всего 15 лет. Но он добился своего и 14 марта 1943 года был призван. С июля того же года попал на фронт воздушным стрелком. Его самолет был сбит над Чехословакией, и он попал в плен к фашистам. Но в январе 1945 был освобожден советскими войсками во время наступления. Дошел до Берлина, и там, в мае 1945 года, встретил победу. Мой прадедушка был награжден медалями и орденами за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией, медалью Жукова, орденом Отечественной войны 2-й степени. Как подули железные ветры Берлина, как вскипели над Русью
военные грозы. Провожала московская женщина сына. Материнские слезы, материнские слезы. 41-й кровавое знойное лето, 43-й атаки в снега и морозы. Письмецо долгожданное из лазарета. Материнские слезы, материнские слезы. 45-й завислой идет сражение. Землю прусскую русские рвут бомбовозы. А в России не гаснет свеча ожидания. Материнские слезы, материнские слезы. 5-й снег закружил, завьюжил дорогу над костями врага у Можайской березы. А сын седой возвратился к родному порогу. Материнские слезы, материнские слезы. Вита делым, биргадла, тырта туйсе, лиясе вереглиш, Можайской кыч пудорын. Пиез джор, локтис мамкер кадоре, мамлен шинва, мамлен шинва. Здесь тихо, мы не слышим взрывов, спокойным сном детишки спят. За это русскому солдату письмо решили написать. Быть может, ты сейчас в окопе, о доме думаешь родном. А может быть, на поле боя, чтоб в схватке победить с врагом. Тебя ждут дома мать и дети. Ты чей-то сын, супруг, отец. И очень ждут твои родные, чтобы войне пришел конец. Парнишка, молодой, безусый, ты толком жизнь не повидал. Но с родиной беда случилась. Ты на ее защиту стал. Пусть вас не покидают силы. Всем выжить вам, любой ценой. Храни вас Бог, сыны России. Мы ждем с победой вас домой. Мой прадедушка Просверяков Сергей Андреевич родился 24 марта 1917 году в Нижегородской области. Место призыва – Княгинский РВК, Горьковская область. При прорыве обороны противника 17 марта в 1945 году огнем из автомата уничтожил 4 вражеских солдат. При взятии высотки был тяжело ранен. После лечения вернулся в строй. Был награжден орденом славы 3-й степени. После войны женился на Котовой Валентине Васильевне и воспитал 7 детей. Работал на Фокинском заводе. Умер 20 ноября 2001 года. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино за помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.